Рекомендации Роспотребнадзора для общепита – правила обязательные к соблюдению, и нарушителям грозят немаленькие административные штрафы, что понимают и в этом заведении. Персонал в защитных медицинских масках у входа для посетителей стоят две средства. И, судя по записям журнала уборки, помещения обрабатываются до 5 раз в день. Обрабатываются у нас санузлы, ручки, столы в течение дня 4-5 раз. Обязательно. Да. И еще рекомендация на каждый стол, чтобы маленький антисептик, да, чтобы поставить лично для посетителей, чтобы они на своем месте тоже могли обрабатывать руки. Даже если на санэпидстанция придет, можете пробу взять. Да. Из-за того, что запах очень приятный, чистый, мы из-за этого используем 4-5 раз. У нас марлевая тряпочка, бар полностью у нас, даже карточные, когда у нас прибывают, все эти флажкой утром мы уже полностью обезинфицируем. По словам Мадины Арчаковой, противоковидные меры призывают соблюдать и посетителей. Правда, с пониманием относятся не все. Посетители не любят одевать, я сразу же скажу, хотя мы стараемся, но они с собой берут, а за стол они уже садятся без масок, потому что они уже здесь питаются. Так как мы полностью проветриваем помещение несколько раз, мы все усилия от своего персонала мы прилагаем полностью. А со стороны уже клиентов было бы хорошо, если бы они пошли бы нам навстречу. Наши бармены всегда в известность ставят, чтобы они хотя бы дезинфицировали свои ручки. Нареканий в этом заведении нет. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют всех подряд. Важно, заполняемость посетителями в ресторанах или домах торжеств должна быть не более 50% от общего количества мест. В этом кафе с этим пунктом все нормально. А вот здесь о противоковидных мерах и вовсе не слышали. Закончились на данный момент? Не, их надо одевать всегда. Вам, персоналу, обязательно, посетителям тоже говорить, что без масок вы не обслуживаете. Здесь должны быть у вас объявления при входе тоже. Соблюдайте, пожалуйста, масочный режим, соблюдайте социальную дистанцию. Обязательно использование дистресс в любом случае, чтобы для дезинфекции поверхности столов. Да, в любом случае схолежишь. Соблюдайте. Мы вас или наказываем, или приостанавливаем деятельность. Мы не имеем права давать работать. Руководству ресторана выписали извещение и уведомили явиться в Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. К слову, таких на протяжении всего рейда выписывали не раз. Куда ни загляни, нарушения одни и те же. Администраторы некоторых кафе и ресторанов вместо того, чтобы взяться за устранение недочетов, выражают недовольство тем, что их снимают на камеру. Сотрудники Роспотребнадзора просто вынуждены везде повторять одно и то же. По поводу дезрежима журналы. Есть журналы? Текущие уборки, генеральные уборки. О том, что вы уборку проводите, вы фиксируете, может, график какой-нибудь есть? Я не в курсе, что надо. А хлорка есть, таблетированная? Есть баллон с дезинфицирующим средством. Можно посмотреть? Баллон здесь и вправду есть, как и посетители без масок, несмотря на их заверение о том, что без масок никого не обслуживают. Итак, далее картина та же, но и ответные меры все те же, напомнили сотрудники Роспотребнадзора. По выявленным нарушениям будут составляться административные материалы, которые будут переданы в суд либо на приостановление деятельности объекта до устранения выявленных нарушений, либо на вынесение административного штрафа. Ежедневно проверяются объекты общепита, торговли и даже водителей маршрутных такси. Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.